Участники чеченской кампании, летчики-испытатели, герои афганской войны, сотрудники МВД и ФСБ. Здесь собрались выдающиеся личности, чья служба и опасна, и трудна. В нужный момент они смогли совершить отважный поступок. Многие из них просто чудом остались живы. Глава региона Юнусбек Евкуров, приветствуя участников акции, лично проводит для гостей небольшую экскурсию по мемориалу памяти и славы. Стоял вот этот башенный комплекс, он был именно связан с депортацией народа. Художники этого комплекса, вам уже знаю, сказали, получил вот этот проект народного художника России, хороший такой скульптор. Мы смотрели, я на Поклонную гору ездил, на Мамаев курган людей посылал, везде посмотрели, изучили и сделали так, что вот с левой стороны мы с Валерием Александровичем пройдем. Одна сторона, с правой стороны, вот это, если так смотреть уже с левой стороны. Другая сторона, это и революция, и гражданская война, и Афган, и так далее, и Великая Отечественная. Это Брестская крепость, Первая мировая война, вот памятник. Кстати, тоже как история, когда в 2012 году Владимир Путин на послании, в конце года на послании говорил о том, что в России нет ни одного места, где бы была увековечена память воинов Первой мировой войны. Да. Еще не было. У нас уже память стоял. У нас уже память где стоял. Почетные гости вместе с руководителем региона возложили цветы к вечному огню, памятникам воинам-интернационалистам и Василию Маргелову. Начальник авиации ФСБ России в отставке Николай Гаврилов, герой России, уверен, что встречи с молодежью, проводимые в рамках акции, непременно внесут свою лепту в воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, научат ребят понимать глубокий смысл, заложенный в словах, мужество и готовность служить интересам отчизны. Если бы не было таких мероприятий, тогда общество разложилось бы до самого нижайшего уровня. Вспомните свое детство. Я вспоминаю свое детство и был воспитан на героях-космонавтах, летчиках, участниках Великой Отечественной войны. И, безусловно, каждый мальчик хотели быть похожими на этих героев. И, в частности, моя мечта так и осуществилась. Я старался, как космонавт, Андриан Григорьевич Николаев, стать летчиком. Вот благодаря этому примеру, этому кумиру моему, моя жизнь и сложилась. Далее участники акции «Вахта героев Отечества» отправились в столицу Ингушетии, на аллею Матери России, где также возложили цветы к памятнику. У меня, честно говоря, гордость идет за вас. Поэтому очень приятно было сегодня посмотреть на все это дело и выразить чувство такое благодарности, что ли, или удовлетворения, скорее всего. Площадь Алания, где перед гостями во всей красе открывается 100-метровая башня. Герои с особым интересом и удовольствием поднимаются на башню. Перед гостями республика, где почитает ратный подвиг воинов и хранит славные традиции народа. Открывается с высоты птичьего полета. Сегодня нам показали, эта история здесь, в Ингушетии, в частности в Магасе, она представлена очень здорово, последовательно, глубоко, с фамилиями и подвигами. Вот. И история положительная, и история, к сожалению, печальная. Все это мы видели. Я имею в виду вот этот паровоз, да? Это же и обыграли так красиво. Но если бы оставить один паровоз, вот так бы и воспитали молодежь на отрицательном примере, что вот так вот было, и ничего не изменишь. Ничего не изменишь. Вот ингуши, такие же ингуши, которых вдруг по непонятным причинам депортировали, а они до этого, они брусиловский прорыв организовали, и царь написал губернатору Кавказа, это впервые в истории такой подвиг коллективный. И Брестская крепость, коллективный подвиг. Молодые солдаты прибыли только, они еще не успели адаптироваться и геройски защищали крепость, и в основном погибли. Вот на это надо воспитывать. Сегодня небольшой отдых, а уже завтра гости-герои будут делиться опытом и мудростью с юным поколением, ведь это главная задача вахты героев Отечества. Руслан Албогачиев, Сурхо Кусиев, Новости 24.